Невосполнимая утрата для осетинской науки. Ушел из жизни выдающийся осетинский ученый, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия Баграт Техов. Видный археолог-кавказовед Баграт Техов родился в селе Уаллакчире Цхимбальского района в семье крестьянина. Окончил Юго-Осетинский государственный педагогический институт. В 1952 году начал свою трудовую деятельность младшим научным сотрудником научно-исследовательского института имени Захара Ванеева. Позже стал его руководителем. Баграт Техов является автором более 300 научных работ и более 15 монографий. В одном из своих первых монографических исследований «Позднебронзовая культура Ляхвского бассейна. Древний могильник в селе Тли» автор впервые ввел в научный оборот совершенно свежие археологические материалы из Тли, представляющие из себя комплексы погребального инвентаря, добытые возглавляемой самим автором археологической экспедиции. Одной из значимых работ можно считать работу «Стерфасские кромлехи». Все, кто лично знал Баграта Виссарионовича, отмечают, что он был человеком дела, любил свою профессию, свой народ. Вот одну из его названий книги «Тайны древности». Он очень много сделал для раскрытия тайн древности Осетии и всего Кавказа. Я Баграта Виссарионовича знаю с тех пор, когда я был студентом нашего института, теперешнего университета. Это со второго курса я уже участвовал в экспедициях, которые он проводил. Баграта Виссарионовича считаю своим учителем, как археолог. И много чего я почерпал из его, почерпнул, можно сказать, почерпал из того, чем он обладал. Это в первую очередь то, как он всего себя отдавал науке. Потому что те условия, в которых он работал, начиная с 1957 года, когда он начал вести первые раскопки на Тлийском могильнике, обнаружил он, выявил более 570 погребений с одного могильника. Это человек, глубоко преданный своей работе. Мне довелось с ним работать в экспедиции, и я тогда поняла его как человека, глубочайше преданного работе. Последние годы он не жил здесь и не продолжал свое археологическое исследование. Но предыдущие годы он посвятил изучению значимого памятника, для нас очень значимого. Дело в том, что кубанская культура, обнаруженная на территории Южной Осетии, о многом говорит. Очень о многом имеется в виду наше национальное происхождение, наши какие-то истоки и так далее, потому что мы, это вопрос научной сферы, но тем не менее Баграт Техов, исследовав вот эту кубанскую культуру, еще раз подчеркнул наше присутствие здесь всегда. Баграт Техов собирал уникальные археологические материалы. Он вел исследования в разных районах Осетии, в основном в ее южной части. Во время начальной стадии обострения грузино-осетинского конфликта экспонаты из Тлийского могильника были доставлены самим археологам в Национальный музей РСО Аланя на временное хранение. Сейчас экспонаты хранятся в Национальном музее Южной Осетии. Выдающийся археолог, историк и общественный деятель Техов Баграт посвятил свою жизнь науке. Какое богатое наследие он оставил для своего народа, невозможно охарактеризовать в двух словах. Это просто огромный труд. В основном его работы хранятся в нашем Национальном музее. Директор Национального музея Республики Южная Осетия Амир Абзасиев подчеркнул, что Баграт Техов был значимой фигурой в нашей науке. Из Тлийского могильника, из Стерфасского могильника, да и вообще по Республике Южная Осетия, то, что та работа, которая проводилась им под его руководством, для исторической науки не только Осетии, а вообще для Кавказа и всего мирового сообщества, это неоценимый вклад. Можно представить разработку Тлийского могильника, которая происходила в течение 28 сезонов. Это о чем говорит? Это говорит, 28 сезонов работали там люди, 28 сезонов
раскрывались старые вот эти погребения, более 580 погребений. Сожалею о том, что я вот сейчас тоже сидел, писал об этом. Такого рода личности – это те, которые делают авторитет нашего общества, творят авторитет нашего общества. Баграт Техов будет похоронен в Северной Осетии. Алена Утеева, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня.